Максим, примите поздравления с персональной выставкой. То, что скульптура — ваше призвание, вы поняли в 16 лет. А как студент академического образования привлекло не фигуративное, концептуальное искусство? Когда я учился в Минском художественном училище имени Глебова у известного белорусского скульптора, который, к сожалению, от нас ушел, Владимир Иванович Жбанов, он известен многим минчанам. У меня с ним были очень хорошие отношения, но возникали вот такие творческие, как сказать, разногласия на предмет пластики. Но в целом вот именно в тот период во мне начали вот просыпаться такие нотки, тяга к модернизму, к абстрактному искусству, к формализму. Ну, я вдохновлялся, скажем, творчеством объединения Уновис. За философию и интеллектуальность ваших работ вас называют маэстро скульптурных ребусов. Значит ли это, что зрителю необходим культурологический гид по вашему искусству? Я даю такую карту, пояснение, краткую записку, знаете, название и короткий текст. Каждый может читать в меру своих ощущений, образования, воспитанности, в меру взаимодействия с произведением, произведение по-своему. Но я как автор считаю, что я обязан помочь зрителю, подтолкнуть зрителя, направить зрителя вот этим коротким пояснительным текстом к тому, что же именно я хотел сказать. Вы ученик Леонида Левина, Владимира Жбанова, Леонида Хоботова. Однако в искусстве идете уникальным собственным путем. Вот будучи молодым скульптором, сложно поддавались чему-то влиянию? Вот как раз в тот период, когда вот я учился у Владимира Ивановича, я общался с Леонидом Васильевичем Хоботовым. Тогда он был руководителем интересного творческого объединения «Немига-17». Ну, вдобавок ко всему, мне мама художник. И потом в дальнейшем, конечно, Леонид Менделевич Левин оказал на меня большое влияние. Поэтому я каждый раз попадал под влияние людей, которые оказывали на меня определенное влияние. Но при этом мне хотелось делать именно то, что я делаю. Ну, и я делаю. Ваши скульптуры украшают городские пространства Беларуси, Китая и тоже достаточно далеки от реалистичных объектов, как, например, Фонтан Победы. Однако способны в интересах социума сломать собственное концептуальное видение. Искусство это все-таки сфера творчества человеческого. Она, естественно, отличается от сферы услуг. И важно не путать это. Мы создаем некий творческий продукт, который происходит от нашего вдохновения, а не от спроса на рынке. Понимаете? И здесь вот эти категории спроса и предложения не работают. Мы мотивированы неким вдохновением свыше, если хотите, как ни патетично это звучит. И поэтому художники вступают во взаимоотношения со Вселенной, если хотите, с Богом, если верите. И вот на таком вот уровне происходит вдохновение. Поэтому ломать какие-то концептуальные принципы в угоду спросу – это алогично, ну и просто бессмысленно. Вы как-то говорили, что художнику важно бросать вызов самому себе. Какие ваши работы в этом отношении особенно показательны? А вот я думаю, все. Каждый раз, делая скульптуру, я сталкиваюсь с субстанцией, с материалом, то есть камень, скажем. И это вызов взаимодействия с камнем, с куском материи, у которой многотысячелетняя, многомиллионная история. Или, скажем, когда вы трансформируете металлы или дерево. Скажем, у меня есть ряд произведений, сделанных из липы, которая росла на улице Карла Маркса. Потом их спиливали. Я позвонил в Зеленстрой, мне Зеленстрой любезно предоставил эти спиленные липы. И эти спиленные липы оказались вот в музеях в Китае, в Германии, вот прямо в коллекции Национального центра современных искусств. Вот это вот липа, спиленная на улице Карла Маркса. То есть это вторая жизнь этого материала. И я это учитываю, когда работаю, потому что у самих материалов есть тоже история. Вот выставка называется «Максимализм». Это то направление в искусстве, апологетом которого я являюсь, которое я изобрел. И здесь один из основных принципов – это как можно меньше воздействовать на материал, но при этом создать из материала концептуальный знак, скульптурное произведение. То есть объект, который бы нес, транслировал смыслы, все смыслы аккумулировал, ту самую истину. Спасибо, Максим, за вашу выставку. И мне хотелось бы, наверное, пожелать, чтобы каждый творец, каждый художник был максималистом в своем деле. Спасибо большое.